президента и правительства Республики Саха-Якутии поздравить всех здесь собравшихся на площади аэропорта города Якутска со стартом Олимпийского огня. Саха жодасенгете Саха спортсмендері Олимпийский ойынларға, үрәтік жалларға, құруқ қаяқыда тұраларын тоғар, алған тұран старты. Олимпиада отынды күлді құрақтыдан көр, арчыла, араңатчыла, минәппедағын болын, үрдігейлер әппеттірі болын, да. Дорогие друзья, мы стали участниками исторического спортивного события эстафеты Олимпийского огня в нашем родном городе Якутске. Огонь принимает заслуженный мастер спорта СССР по вольной борьбе Василий Гоголев. Хоть! Низкий поклон и добрые пожелания на краю вечной мерзлоты, шепота звезд и сияние севера. Какие впечатления еще можно еще поговорить? Вот какие впечатления прожил? Друзья, давайте поддержим предпоследнего факелоносца эстафеты, трехкратного олимпийского чемпиона, гордость Якутии Павел Пинигин. Громче, якутс! Зимних игр Сочи 2014 принимает чемпионка России 2013 года по биатлону, сотрудник органов внутренних дел Республики Саха-Якутия Надежда Елисеева. Вместе с Надеждой Елисеевой бегут якутские школьники, которые приняли участие в эстафете огня в Греции. Встречаем олимпийский огонь! Встречай олимпийский огонь, Якутск! Начинаем церемонию зажжения городской чаши Олимпийского огня Сочи 2014. Чашу зажигает президент Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов и чемпионка России 2013 года по биатлону Надежда Елисеева. Эстафета главного символа Олимпиады прибыла в нашу родную Якутию. Уважаемые товарищи, принимая эту эстафету, мы сегодня гордимся. Сегодня, когда завершает эстафету в этом зале, сопровождали наш огонь олимпийский тысячи и тысячи якутян. И вы знаете, насколько наш суровый климат Якутии не пугает наших людей. Наш северный край любит сильных физически, сильных духовно. И сегодня
все якутяне, где проживают в Якутии более 100 национальностей, почувствовали дыхание Сочинской Олимпиады. В Якутии любят спорт, уважают физическую культуру. И мы сегодня прежде всего гордимся нашими великими спортсменами, которые представляли нашу Родину на Олимпийских играх, становились призерами, чемпионами Олимпийских игр. Прежде всего это легкоатлеты Марина Пенигина и Евгений Колотко. Это знаменитые борцы наши. Павел Пенигин, Роман Дмитриев, Александр Иванов. Это боксер, участник сегодняшних торжеств Георгий Балакшин. На сегодня мы являемся частицей участия в Олимпийских играх, не только принимая этот факел. Совсем недавно, 3 дня назад, отсюда отъехала сборная олимпийской команды Российской Федерации по биатлону и лыжным гонкам, которые тренировались в городе Алдане, где создали один из лучших мировых лыжных баз, свидетельством которого является заявление наших олимпийских чемпионов-лыжников. Уважаемые друзья, когда мы говорим о спорте, мы, конечно, возвращаемся к своим истокам. Мы любим свои национальные виды спорта. Мы поддерживаем многие виды спорта, которые входят в Олимпийские игры. Все это в совокупности создают ту атмосферу, которая чувствуется сегодня в этом зале. И мы, уважаемые друзья, принимая Олимпийский огонь, мы всегда вспоминаем свои игры, свои Олимпиады по играм Дети Азии. По Олимпийскому циклу мы здесь проводим международные игры, к которым готовятся тоже олимпийские чемпионы. Поэтому Якутия вносит свою лепту в олимпийское движение планеты. Мы гордимся своими спортсменами, мы любим спорт. И, уважаемые друзья, сегодня мы, получая такой заряд энергии, желаем побед на Олимпийских играх нашей сборной команды России. Я так рада, что выпала мне такая честь нести олимпийский огонь, зажечь вместе с олимпийским чемпионом Павлом Пенигиным и вместе зажечь с нашим президентом Егором Афанасьевичем городскую чашу Олимпиады. Я хочу, чтобы олимпийский огонь зажег в ваших сердцах огромную любовь к спорту и к здоровому образу жизни. И я хочу, чтобы наши олимпийцы, спортсмены очень хорошо выступили на Олимпийских играх и завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Сочи 2014. Россия, вперед!